«Лица театра» – это подкаст о тех, кто работает, выступает и сотрудничает с Татарским театром оперы и балета имени Мусы Джалиля. Приветствую всех, кто смотрит и слушает подкаст «Лица театра». Совсем недавно в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялся 37-й Нуриевский фестиваль. В рамках фестиваля прошла премьера спектакля «Грек Зорба», где одну из главных партий исполнила заслуженная артистка Республики Татарстан, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая, прима-балерина Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Кристина Андреева. Кристина, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя ощущаете после такого насыщенного Нуриевского фестиваля? Вы долго готовили новую партию, потом плюс исполняли партию Джанике в достаточно сложном спектакле. Могу сказать, что действительно в этот раз так получилось, что новый спектакль мы готовили достаточно долго, на протяжении, наверное, в целом, если взять, где-то 3-4 месяца, в общем. Но последний месяц был достаточно тяжелый, помимо потому, что подготовка к фестивалю были рядовые спектакли. Вот. Но хотелось, конечно, показать, прочувствовать партию Марины, пропустить, так скажем, эту героиню, наверное, как сказать, через себя, через свою душу. Мне было очень интересно работать. Вот. Даже несмотря на какую-то бешеную нагрузку, помимо этого, и усталость, где-то даже боль, связанная там с травмами. Вот. Это было очень интересно, очень увлекательно. И, конечно же, после у меня остались очень приятные ощущения. И я очень благодарна Леониду Леонидовичу за эту партию. Изначально я думала, что это вообще не мое. Почему-то мне казалось, что образ не совсем подходит для меня. Но вот по стечению времени, когда мы готовили, репетировали, она каждый раз рождалась. И вот получилось то, что получилось. Ну, он был очень доволен. Конечно, всегда есть к чему стремиться и дальше развивать свою роль. Но в целом, я думаю, что мы подошли вот именно к премьере в таком очень с хорошим настроем и, наверное, с правильным. Как он это видел, как он это задумал. Мы вас поздравляем с прекрасной премьерой. Попозже тоже поговорим об этом спектакле, о вашей партии. Хочется начать с истоков. Кто впервые увидел ваши балетные данные? Как вы вообще попали в мир балета? Я с детства, как и любой ребенок, наверное, как и любая девочка, я занималась народными танцами. У нас прямо в нашем доме был ансамбль «Звоночек». И вот всегда после школы я приходила домой, спускалась вниз с 14 этажа на первый и приходила на занятия. У нас, конечно, там тоже были основы классического танца. То есть была какая-то у меня уже подготовка, так скажем. Вот. И, естественно, мы готовили разные номера. Мне это безумно нравилось с детства. Я как-то, не знаю, вот выйдя, наверное, первый раз на сцену, я вот как-то это почувствовала, наверное, что это мое. Да и, в принципе, всегда во мне было столько энергии. Я постоянно что-то дома всегда пела, танцевала. Пели даже? Да. То есть мне это всегда было интересно. Мне просто моя тетя, она пела в свое время. Поэтому я, видимо, может быть, хотела быть на нее похожей, как пример. У вас что-то, Что-то такое было. И для меня всегда было счастье находиться на сцене. Вот это время в ансамбле, эти концерты, когда мы собирались, танцевали, выходили на сцену, в зале сидели родители, все родственники приходили тебя поддержать, там полный зал. И вот, действительно, мне это было прям, так скажем, в кайф. Вот. Где-то, наверное, лет с 6, я уже прям сейчас так точно-то не помню,
6-7 лет мне было, я пошла танцевать. Но моя бабушка всегда говорила, что ты в меня, хотя мне никто не занимался как бы вообще в семье там танцами. Она говорила, я занималась акробатикой, в общем, ты вся такая гибкая, вся в меня. Я думала, ну ладно, хорошо, спасибо. Вот. А потом уже так получилось, что в ансамбль пришли педагоги с хореографического училища набирать новый класс. Искать таланты. Да, у нас было очень много девчонок, и помню, наверное, только три девочки пригласили на просмотр. Ну, как-то так получилось, мы долго думали. Я уже пошла в 5 класс общеобразовательной школы. Это поздновато или нормально? Нет, это нормально как раз, да, 5 класс. Но я, получается, не с сентября, а с ноября где-то месяца пришла. То есть уже состоялся полный набор, класс был укомплектован, я пришла позже. Вот. И, конечно же, наверное, я думаю, что больше на это повлияли мои родители. Они, естественно, после меня сводили на спектакль «Щелкунчик» в театр оперы и балета. Естественно, мне как ребенку это безумно понравилось. Но, конечно, я не осознавала, что это за профессия, насколько это сложно. Да. Вот. Поэтому, наверное, скорее всего, больше они на это повлияли. Конечно, они тоже не понимали, насколько как бы сложится судьба, не сложится, куда вообще мы идем. Балет. Как бы сказали, да, что есть данные, есть талант. Родители решили попробовать. За это им спасибо. За это им спасибо. Да, и моя бабушка. Моя бабушка — это первый мой поклонник и самый важный была в жизни. Мой поклонник, она очень в меня верила всегда, постоянно. То есть она и пока я училась, она все годы учебы прям ни один концерт она ничего не пропускала. То есть она постоянно даже помогала мне, как-то ухаживала там за мной, оберегала меня, потому что я уставшая приходила. То есть наверное, целый день были на учебе. Да, получается, ты приходишь в 8:30 на учебу, и, естественно, у тебя помимо общеобразовательных предметов уже специальные дисциплины. То есть там классический танец, характерный танец, там, в младших классах это там также гимнастика нас растягивает. В общем, там историко-бытовой танец. Целый спектр, в общем, специальных предметов. Это прямо настоящая работа уже с детства. Да. Я даже вспоминаю это время, как наверное, ты там 8 часов вечера заканчиваешь, идешь из театра на остановку, едешь домой, в автобусе приезжаешь, еще надо делать уроки. То есть это действительно закаляется так с детства уже характер. А вот какие жизненные качества воспитали вас в Красноярском хореографическом училище? Что касается профессии, наверное, во-первых, нести ответственность за себя, за то, что ты делаешь. Мой педагог точно воспитала. У меня было 3 педагога за годы учебы. Самый главный, наверное, человек в моей жизни — Лариса Борисовна Сычева. Она выпускала меня как раз. Она научила меня именно таким бойцовским качествам. Никогда не бояться, не стесняться, верить в себя, трудиться, научила получать от этого удовольствие, от своего труда, от профессии. Пожалуй, наверное. Вы, наверное, это принесли сейчас как бы в свою творческую жизнь, профессию до сих пор. Да. Я на это надеюсь. Надеюсь, что со стороны именно так это и выглядит. Но для себя, да, я в целом, в принципе, в профессии такой перфекционист. Я сама выкладываюсь на 100%, я работаю, и мне хочется, чтобы это делали и другие рядом, мое окружение. То есть не только солисты, то есть кардебалет, персонажи все, которые заняты, в спектакле. И мне кажется, извините, что перебила, мне кажется, не только даже в балете, мне кажется, вы так относитесь и к другим сотрудникам театра. И мне кажется, это правильно, чтобы каждый выполнял свою работу на 100%. В целом, да. Может быть, кому-то это не нравится. Я такой человек, меня так научили.
Нет, я не вижу в этом ничего плохого. Как бы Спасибо. Это то, что как сотрудник театра тоже для себя заметила. И Спасибо. когда я только пришла, я поняла, что вот нужно работать, нужно соответствовать все-таки. Ну да, это не потому, что там я чем-то недовольна или мне там что-то не нравится, но просто как бы хочется, чтобы был хороший результат совместной работы. То есть для меня это, ну, театр это не только там, ну вот лично мой успех, моя работа, это наша большая семья, наша команда. И, ну, то есть у нас нет, так скажем, там отдельно каких-то главных лиц именно там, ну, в театре. Мы каждый несем ответственность за что-то. Огромный механизм. Мы огромный, да, механизм, и то есть, ну, внешне мы должны как бы делать все для того, чтобы выглядеть достойно и хорошо. А как вы в 18 лет не испугались? Совсем юные, поехали Тоже работать в отдельная Казань. история. На самом деле я как бы такой домашний очень ребенок была, и в целом вообще у меня даже сомнений не было, что я пойду работать в Красноярский театр оперы и балета. Опять же говорю о том, что меня как бы так очень бабушка опекала в детстве, помогала. То есть, когда я переехала сюда, я, ну, в принципе, там я вообще не умела готовить ничего. То есть там, ну, даже какие-то элементарные вещи. Не то, что не умела, я даже, наверное, не пробовала в этом надобности. Мне кажется, времени не было. В этом надобности не было, да. потому что, ну, просто как бы мне помогали как бы все мое там детство, подростковый там возраст, пока я училась. У меня были другие задачи. Да. Я уже работала. Вот. Но не знаю, вот как-то так получилось. Я приехала на балетный конкурс в Пермь, еще будучи учащейся. Вот. И там мы встретились с Владимиром Алексеевичем Яковлевым. Он меня пригласил на фестиваль Рудольфа Нуриева. Уже что-то исполнить? Да, партию Гульнары в Корсаре, но я, естественно, не могла, потому что у меня были государственные экзамены. А он тогда меня спросил, а вы что, еще учитесь? Я говорю, да, я вот как раз только заканчиваю. Поэтому мне нет возможности приехать. Вот. И буквально через месяц, когда я уже выпустилась, я приезжала танцевать в Уфу, тоже на фестиваль. И он туда приехал буквально вот на полчаса, наверное, мы встретились и поговорили с ним. И он вновь предложил мне стать солисткой театра. И тогда могу сказать, что мы как-то разъехались. Я, естественно, не дала никакого ответа. И я только думала о том, что я, в принципе, буду в Красноярске работать. И у меня тогда уже стояло «Лебединое озеро», да, в театре. Вот, то есть я должна была там еще лукучник готовить, еще какие-то партии. И не знаю, почему так произошло. В какой-то момент просто для себя внутри, зов сердца, я как-то поняла, что я все-таки, наверное, хочу поехать. Вот, я тогда вообще сама приняла решение, я там нашла его контакты, мы созвонились, и я говорю, я еду. И родителям только потом об этом сказала, когда уже договорилась. То есть, не было такого, что там мы перед фактом поставили. Да, что мы там сели и вместе с семьей принимали решение. Отреагировали нормально, в принципе, неожиданно, конечно, для них это было, но в целом поддержали меня все. Конечно, мама переживала просто, как я вообще буду одна в чужом городе, никого вообще не знаю, домашний ребенок. Но я могу сказать, что как раз-таки перед этим я еще успела пройти стажировку в академии Вагановой. И полгода я жила одна в Питере, в интернате, да. За полгода немножко я поняла, как вообще, что смогу я. И вот как-то так сложилось. В общем, в сентябре месяце я приехала в Казань. Как проходило ваше первое время в театре, и вы же достаточно быстро стали примой? Меня сразу приняли, да, на положение примы-балерины. Для меня это вообще... Это было, конечно, безумно приятно, но и в то же время это огромная ответственность. Естественно, я приехала еще такой маленький цыпленочек, можно сказать. Все-таки прима-балерина, это должна быть опытная уже, с таким багажом балерина. Это редкий же случай, когда
В Ну, в таком раннем целом, возрасте уже да, сразу да, становится да, прямой. да. Вы были психологически готовы к этому? Ну, видимо, была. Мгм. Это вот все таки мой педагог, а она мне вот, ну, я говорю, она как-то вот последние, годы учебы на курсах, то есть я очень много уже станцевала, там ПДД «Дон Кихот», Мгм. ПДД, «Лебединое озеро», «Черный акт», то есть, ПДД из «Корсара». Ну, у меня, в принципе, багаж был очень такой Мгм. серьезный. Это уже на сцене Красноярского театра, опера и балет? Это в хореографическом училище. В театре я станцевала «Лебединое озеро», Ага. полностью спектакль. Мгм. И я станцевала «Принцессу Флорину» в спектакле, вставную вариацию Мгм. в «Дон Кихоте» станцевала. Ну, то есть уже какой-то багаж Да. был небольшой. Когда я приехала сюда, конечно, меня очень все тепло встретили, но я все равно была уж как бы таким еще цыпленочком. Конечно, я Мгм. переживала, боялась. Взрослая труппа. Мгм. Ну, я работала день и ночь. Я знала, я верила, моя педагог в меня верила, что у меня получится, что я все сделаю. И вот мы стали готовить с Валентиной Васильевной Прокоповой «Лебединое озеро». Пусть Сразу это с такого сложного сложного, спектакля, да, да. пусть это было, возможно, ну, еще мозгами, наверное, не так осознанно для меня, Мгм. но я технически справилась. Я ничего не завалила, то есть я очень крепко станцевала спектакль. А потом это, естественно, уже было дело опыта моего. Мгм. А как публика вас приняла, когда вы первый раз Публика выступили? очень хорошо. В Казани всегда замечательная публика, всегда очень теплый прием. И это всегда приятно. С кем-то из ваших поклонников вы в теплых отношениях находитесь, общаетесь? Ну, вообще, в целом, хочу сказать, что я всегда стараюсь ответить в соцсетях своим Мгм. поклонникам. Либо когда после спектакля кто-то подходит, я всегда остаюсь до конца на Мгм. сцене. И если нужно, я ну, всегда И с уделю. детьми вы всегда И с очень детьми, добры. да, да. Я очень люблю детей. Вот. Я всегда обязательно уделю внимание, пообщаюсь. Но есть уже на протяжении м, ну, долгих уже, наверное, лет, так скажем. Я не могу даже их уже поклонниками прям назвать. Это мои уже такие родные Мгм. люди, с которыми, да, когда-то мы просто познакомились в антракте на Шаляпинском фестивале. Мгм. И потом стали вот как-то так дружить. Они стали ходить на мои спектакли. И это переросло уже в какие-то такие более теплые наши отношения. А, Люди, которые всегда поддерживают. Я очень рада, что вот так Они, сложилось. может, стали вашей частью семьи, частью Ну, вашей семьи. да, я бы так сказала. Да. За 14 лет работы в театре есть партии, которые вот вам стали особо дороги, любимы? Ну вот в каждый вот период ты станцевала одну, ждешь вот другую, потом еще новую. Ну, и вот в какой-то момент каждая партия по-своему, она вот тебе дорога. Но сейчас вот, наверное, если в целом взять за мои 14 сезонов, самая, наверное, моя любимая, которую я действительно прям танцую с удовольствием, купаюсь в ней, обожаю, это партия Эгина в «Спартаке». Хотя раньше я всегда думала, что я фригия. По То есть более, темпераменту да. Мгм. Почему-то всегда так со времен училища еще было, что я лиричная такая Мгм. балерина буду, а мне наоборот всегда очень Раскрыли себе, нравились, да, вот да, эти вот такие нотки? экспрессивные Мгм. партии. И сейчас это, наверное, партия Марины Вот в как раз балете хотела Грег сказать, что она Зорба. тоже, да. Да. Я ее очень полюбила, прям, не знаю, такое удовольствие получала. И я понимала вот даже на репетициях, что я так устала. Ну, уже даже Мгм. эмоционально просто, ну Мгм. вот неоткуда брать. А мне вот все равно я не могла остановиться. Я не могла остановиться, мне хотелось всё сделать лучше, лучше понять. Но, может быть, это еще и, конечно, это опыт.
и в целом, наверное, возраст. Да, жизненный Да, период, пройденный потому опыт, что да. сейчас такой возраст, мне 32 года. С прошедшим днем рождения. Спасибо, спасибо. 32 года, и, ну, ты начинаешь тоже немножко по-другому себя, как женщина, уж не хочу себя, конечно, называть. Да, я Но, в понимаю, о общем, чем пусть вы будет говорите, так, да. да. Мгм. Ты начинаешь себя по-другому ощущать. И, наверное, это тоже вот помогло мне в развитии этой партии. Мне кажется, любовь тоже в какой-то степени может быть. Любовь, да, Вот. конечно. И мне кажется, что любовь именно вот раскрыла какие-то, может быть, новые нотки, качества Да, вас, кстати. согласна. Любовь, чувства, отношения, они очень влияют, наверное. Ну, больше на внутреннее состояние. И, Мгм. конечно, это уже переносится а, и в работу, Мгм. и вообще в твое восприятие мира, в общении с другими людьми. Мгм. Как ты смотришь на какие-то вещи. Ну и опять же, как ты себя ощущаешь. В одном из интервью вы сказали, что, э, может быть, вы и выглядите как сильная, которая все может девушка, но в глубине души вы всегда хотели, чтобы о вас заботились, любили. Сейчас мы, кстати, вас поздравляем с помолвкой. Спасибо. Вы сейчас это ощутили спустя время? Вот не помню, в каком году было интервью, но такие слова вы говорили. И это видно, мне кажется, по вашим глазам, как они сияют и как наполнено ваше сердце любовью. Спасибо. Да, это действительно так. Я очень... Ну, это такая очень тема тонкая. Мгм. Я не люблю вообще как Ну, мы бы о аккуратно, личной если не хотите, жизни, мы, да. да, говорить. Но просто хочу сказать, наверное, многие вот какое-то время там, не знаю, стиль, ну вот, она там одна, Мгм. у нее все работа, вот работа. Ну, то есть, ну, это уже, в принципе, и в жизни есть у нас, да, Да. такое. Люди любят об этом поговорить, все. А я как-то никогда не торопилась. То есть, я считаю, что всему свое время, и любовь, чувства, отношения настоящие, они приходят тогда, когда они должны именно к тебе прийти, когда ты к этому готов. И счастье любит, конечно, тишину. Ну, я Мгм. могу сказать, что я сейчас очень счастлива. Тьфу-тьфу-тьфу. И всё Да. будет хорошо. И хочу всем пожелать испытывать такие же ощущения. Да и вообще пожелать всем любви, потому что это самое главное в нашей жизни. Если ты любишь, если ты любим, то если ты здоров, то все всегда в жизни будет хорошо. Ну, Если как вы есть куда прийти, если есть с кем поделиться, кого поддержать, есть кто поддержит тебя, выслушает, это очень важно на самом деле. И никакая там работа, никакие там трудности, Мгм. будь то в жизни, там, в работе, они никогда тебя не сломят. То есть ты окрыленный, для тебя это все как, не знаю, пылинки какие-то, что ли. Кристина, давайте вернемся к нашей премьере постановки «Грек Зорба». Над ролью вы работали с ассистентом хореографа Гвидо Сарно. Всё же Гвида, правильно? да. Чему научил вас этот опыт? Ой, я с большой теплотой вспоминаю эти репетиции. Надеюсь, что обязательно у нас еще получится вместе поработать. Хотелось бы не только над партией Марины, Мгм. над какими-то другими спектаклями и даже, возможно, над классическим репертуаром. Я в целом вообще в полном восторге от Гвида. Он профессионал с большой буквы, он потрясающий человек, очень открытый, очень добрый. И самое главное, что хочу отметить, он находил время для каждого. Для каждого, и он настолько щепетилен в своей работе был, и он перфекционист. Мгм. И, Нашли друг наверное, друга. да, и, видимо, на этом фоне тоже. Он безумно им мне импонировал. Он работал много, он работал тщательно, он работал с огромной отдачей. Он научил меня слышать, слушать свое тело, раскрыл еще больше, наверное, мои какие-то сильные стороны. Мгм. А, И он всегда, до последнего, вот и пока была там, ну, уже когда была премьера и все репетиции,
Я помню, он постоянно записывал, что-то записывал в свою Мгм. тетрадь, постоянно были какие-то правки. И ты стоишь вот после каждой репетиции и думаешь: "Ну, неужели, опять не получилось? Ну, вот Мгм. я же вот вроде бы думала, я вроде там исправила". Мгм. И ты вот какую-то ответственность постоянно чувствуешь. Ты не Мгм. хочешь подвести его работу. А он подходит: "Здесь было хорошо, здесь было Ага. хорошо, здесь было хорошо". Он прям это все отмечает, записывает, Да, да. и очень важно, что вот он действительно он умеет, и похвалить. Мгм. Это мало кто может. Мгм. Мало кто может, указать тебе на твои достоинства, на твои сильные стороны. Мгм. А, Мало кто может признать, что Талант. ты талантлив, что ты Да. успешен. Мгм. А вот он такой. Он такой, и я просто вспоминаю, когда прошла премьера, и мы стояли, занавес закрылся, он говорил для всей труппы речь, Мгм. и мы все стояли, аплодировали, наверное, я не знаю, минут 10 это было. Вся труппа просто. У нас такого не было. Да, вы У все нас не было просто такого. влюбились в Мы него. стояли просто, и все аплодировали, мы не Да. могли остановиться. У него текли слезы, Мгм. и слезы текли у очень многих девчонок. Да, Я да. тоже в том числе стояла просто с слезами на глазах, потому что было прям жалко, что эта работа, она подошла к концу. Мгм. То есть он за это время стал даже, вот родным таким человеком. Хотя он требовал с нас очень, очень строго. Да. Не выполнил еще раз, не выполнил Мгм. еще раз, еще раз. Он не Мгм. жалел нас. Мгм. Ну, это и правильно, Да, может, такой подход и потому нужен. что и результат соответствующий вышел. Да. Вот. Не знаю, я очень надеюсь, что он приедет еще Я тоже обязательно, надеюсь, что да, все таки и получится. нам удастся с ним еще порепетировать. Хочу сказать, он был на "Жизеля", Мгм. я с Вагнером танцевала. Ну, тоже ему очень сильно понравилось, Мгм. и он, на следующей на репетиции тоже всех поблагодарил и отметил высокий уровень, нашей труппы. Мгм. Это было, конечно, приятно. А вот, если немножко говорить про партнеров, сейчас вот вы сказали про Мгм. Вагнера, но я знаю, что вы очень трепетно относитесь к Нурлану Канетову. Да. Как проходили ваши совместная работа, творчество? Он Скучаете по нему? Нурланчик — это вообще отдельная большая такая любовь моя. Ну, в плане партнера, Мгм, в мгм, плане мгм. сцены. Это такой настоящий принц. Это прекрасный человек. Да. Мы очень много спектаклей с ним тоже станцевали, и я всегда чему-то у него училась. Он тоже, один из, немногих, наверно, людей, который вообще умеет порадоваться за успех других Мгм. искренне, Да. не завидуя. Это действительно поражает. Потому что в Мгм. нашей профессии все таки Конкуренция? конкуренция, она Мгм. есть, зависть, она все таки есть, Мгм. и мало кто может, с этим совладать. И вот, хочется именно эти качества в нем отметить. И, конечно же, я все время вспоминаю, как мы танцевали "Лебединое озеро", как он водил меня в "Ромео и Джульетту", какой он был Мгм. потрясающий Ромео. А, Просто невероятный артист. И я б сейчас была очень рада, когда он Да, приехал. это было неожиданно, я Да, и вообще. была возможность вот снова Мгм. порепетировать с ним уже в качестве педагога. Мгм. Хотя он больше, конечно, с Вагнером работал, Да, да. но я все таки соприкоснулась тоже. Вот, и это было счастье — сидеть, слушать его, лицезреть его снова. Я очень была рада встрече. Роль Марины, там немного другая пластика, не такая, как сказать, классическая. Сложно ли было? Что-то, может быть, в своем теле вы ощутили новое? И как часто вообще бы вы хотели исполнять современную хореографию сейчас? Ну, все таки она на основе, я бы сказала, Мгм. классического, конечно, танца. Но без пуантов, А, да, по-моему? да, да, но, очень много пор-де-бра.
Объясните для Очень, наших слушателей ну, подкастов. то есть очень много нужно было гнуться. Ага. Мгм. Я даже помню, у меня от первых репетиций просто поясница болела очень сильно. Мгм. Очень все нужно было. Я помню, мне Гвидо постоянно говорил big position. Мгм. Все глубокие позиции. Мгм. Мы немножко, конечно, к другому привыкли. Мгм. Это было сложно первое время, но вот в ходе работы как бы все-таки получилось это Мгм. сделать. А, И, естественно, Леонид Леонидович, у него какие-то свои, естественно, есть там фишки в Мгм. спектакле, которые конкретно позу там рук, поза головы, то есть спины, которые он конкретно именно, ну, требовал, чтобы было Мгм. именно так. Мгм. Я не могу сказать, что прям вот что-то сверх там естественно для меня было, Мгм. для моего тела. Мгм. Но вот какие-то правки, какие-то элементы, так скажем, Мгм. чтобы всем было Да-да-да. понятно, мы отрабатывали. То есть он, ну, рассказывал, как это правильно сделать, как Мгм. где-то правильно перейти там в тот же пируэт. Мгм. То есть там короткое плие или там длинное плие. Ну, какие-то наши тонкости. Мгм. Хотелось бы вам больше, например, сейчас исполнять современную хореографию. И, может быть, где-то мы вас уже увидим. Ну, в целом, вот опять же, да, сейчас я понимаю, что хочется что-то уже менять, Мгм. а это, наверное, опять же, опыт и уже возраст. И я станцевала весь классический репертуар, ну, практически. Мгм. Но у нас весь в Мгм. нашем театре. И, естественно, хочется что-то пробовать новое. Мгм. Ну вот у Олега Ивенко есть свой Мгм. фестиваль, и в этом году он предложил мне поучаствовать. Я, конечно же, с удовольствием Мгм. согласилась, поддержала его идею. Мгм. У нас уже прошли репетиции, было безумно интересно. Это новая для меня пластика. Мгм. Есть пока какие-то сложности, потому что Мгм. нужно, опять же, время, чтобы перестроить свое тело. Мгм. Но те люди, которые владеют хорошо классическим танцем, Мгм. все-таки это основа, они, естественно, могут, а, как сказать правильно, ам, танцевать в любой пластике. Просто нужно немножко время для Адаптации, перестроения, да? да, для Мгм. адаптации, потому что работают другие мышцы. Мгм. Поэтому в целом это уже ну, становится мне вот сейчас прям очень интересно, и, конечно, хочется больше танцевать, изведать этот путь Мгм. и, опять же, свое тело. Ну, мне И кажется, понять, на это что как бы ты способен, что ты да, еще да, можешь в себе развить. А я уверена, что ну, это действительно возможно, да. что что-то есть, что-то сидит. Я даже сейчас это чувствую. Мгм. Опять же, вот после Марины. Мне Мгм. прям вот не хочется останавливаться, мне хочется дальше что-то такое репетировать, Здорово, танцевать. здорово, что вы в себе новое что-то открываете. Но, по-моему, это ваша не первая встреча с современной хореографией. На проекте «Большой балет» вы тоже там исполняли. Ну да, это были отдельные номера, там, когда мы в конкурсах Мгм. участвовали. Ну, все Но сейчас равно тоже, все-таки наверное, номер это, по-другому, ну, да, все-таки создано номер уже. это номер, а танцевать уже полноценный спектакль это Мгм. совершенно другое. Мгм. Даже если, опять же, взять там классику, да, Мгм. сколько есть артистов, которые потрясающе там выступают на конкурсах, Мгм. но опять же это ПДД или это вариация. Да, а в Но потом в спектакле уже спектакле они да, теряются, все. То есть это да-да-да. абсолютно разные вещи. Поэтому хочется именно вот танцевать не только какой-то отдельный там Полноценный уже, современный да? да, номер, а Мгм. именно танцевать, подготовить полноценный спектакль. Опять же, чтобы был Мгм. герой, чтобы была какая-то у него там судьба, история своя, которую ты Мгм. также в этой пластике мог прожить. А сейчас карты раскрывать можно? Что там за образ у вас будет? Тоже интересно, что за героиня? Или пока еще все секретно? Я даже не знаю. Это надо коллегу обратиться. Но Ну я ладно, не, мы я будем не ждать. буду. Я не Хорошо, буду. мы будем ждать. Пусть Могу будет сказать, что интрига. это будет очень интересная Мгм. тема. Действительно, я думаю, что спектакль должен получиться классный.
Здорово, будем ждать. Кристина, мы много так поговорили про балет. А чем вы любите заниматься в свободное время? Раньше я любила, конечно, время проводить с друзьями, там, не знаю, сходить в спа, пусть там будет кино, погулять. Мгм. Очень много, кстати, гуляла всегда, любила. Вот, несмотря даже, опять же, там, на Мгм. загруженность. Но сейчас, конечно, время я провожу с семьей Мгм. в основном. То есть, ну, естественно, мы также там ходим куда-то гулять. Я Мгм. люблю пойти куда-нибудь в ресторан посидеть, Мгм. например. Я обожаю ходить на массаж, потому что я там отключаюсь и отдыхаю. Мгм. Я люблю, не знаю, ходить на какие-то процедуры там к косметологу. Люблю ходить к парикмахеру, потому что я Мгм. обожаю, когда мои Трогают, волосы да? трогают, да, Мгм. массаж головы. Я действительно отключаюсь. Значит, вы тактильный человек, Я вам тактильный, нравится, да? очень тактильный, Мгм. да. Вот, и я в свободное время, если удается, есть несколько дней, но это всегда было, Мгм. я всегда старалась улетать обязательно куда-нибудь на море. Да, Потому что, восстанавливаться, да, отдыхать. это очень, ну, как бы важно. Организм полностью перезагружается, и ты приезжаешь уже как бы с новыми силами, и Мгм. хочется дальше двигаться, работать. Вот. Ну, сейчас все основное время мое Посвящаете я семье, посвящаю, здорово. да, своей семье, и от этого получаю огромное удовольствие. И мне хочется вот быть вместе. Это важно. А вот и в одном из интервью вы рассказывали, что вы летали там на Да, было парашюте, как-то дело. такой драйвовый, можно сказать, поступок совершили. А сейчас какие-то у вас есть такие авантюры в жизни? Ой, да я, если честно говоря, вообще не представляю, как тогда я на это пошла. Кстати, летала я вместе с моими коллегами Такое и Мидори, которые у А, нас работали мгм, японцы. мгм, Мы втроем. Вот. Я, честно говоря, ночь не спала перед этим. Я волновались. Мгм, согласилась, но потом думаю, зачем ты вообще сумасшедшая? Но потом не пожалела. мгм, Непередаваемое ощущение, очень понравилось. Но могу сказать, что сейчас ни за что меня не затащишь. мгм, Хотя я, может быть, есть такие мысли, вроде хочется, но мгм. как-то вот взрослеешь Да, да, и уже. по-другому тоже смотришь. Ты не такой безбашенный Мгм, и к каким-то вещам тоже, ну, по-другому относишься. Какой-то страх, что ли, ну, мгм, появляется. Это то же самое, что, ну, как там летишь в самолете, если один. Раньше вообще не боялась летать. мгм. А сейчас, если одна лечу, все, у меня какой-то, Тревожно, да? да, у меня Мгм, какая-то тревога. Но если со мной летит мой любимый человек, или там я лечу с подругой, мгм, там, если с родными, ну, с родителями, мгм, все как бы вообще спокойно, мгм. нормально. А вот поэтому я, наверное, на какой-то экстрим не решусь больше. Мы немного сейчас транспорт затронули. Может быть, вы машину любите водить, например? Да, люблю. Нравится? Как бы Ну, я скорость там? я не так давно, получается, 2 года, Мгм. как получила права. Но, кстати, тоже могу сказать, что вот в этот момент я отдыхаю. Мне очень нравится Релакс. всегда, да, сесть за руль, включить музыку, Мгм. Петь, как в детстве, да? петь, Да. да. Когда ко мне садится подружка, так это вообще, Караоке у это вас, да? даже не пение, там, я не знаю, просто Концерт. уже концерт, да, целый. Ну, тоже вот я люблю, да, водить машину. Кстати, о дружбе. Насколько для вас важна вообще дружба в жизни? Дружба очень сильно важна для меня. И я такой человек, я не распыляюсь. Я Мгм. считаю, что не может быть там 10, там 15, не знаю. Мгм. Есть люди, ой, у меня там столько друзей, эта подруга, та подруга. Мгм. Не знаю, у меня есть одна подруга самая близкая. Конечно, у меня есть еще подружки, но вот Да. дружба для меня такая вот крепкая, это, наверное, с одним человеком, с Леной Лена Остроумова Остроумовой, наша, да. да, Леночка. Она и коллега моя, и Мгм. моя подруга, так случилось. Вот это, наверное, самый близкий человек, и это действительно я могу настоящей дружбой назвать. Она, мне кажется, немногим дана. Да, это Потому сложно что быть для другом меня тоже. дружба — это вот, ну, то же самое, что как слово там, ну, вот любовь. И не могу сказать, что я вот, каждому могу вот говорить: "Ой, люблю Да, там, да, люблю тебя". да. Я могу это крайне редко сказать, крайне, потому что для меня это вот такое Мгм. вот, ну, такие вот слова я даже не могу описать.
И поэтому вот в плане дружбы это единственный самый близкий человек. Мгм. Это родной должен быть человек, это близкий, в котором ты будешь уверен на 100%, который пройдет с тобой огонь, воду, как там медные Трубы, трубы, то есть да. и твои взлеты, и твои падения. И а, порадуется и искренне. порадуется. И самое главное, человек, который действительно, опять же, может радоваться Мгм. твоим успехам, Да. который всегда придет на помощь. Вот это для меня дружба. Но дружба еще это не пролезть. Если что-то даже не так, как бы друг Да, скажет, он да, это направит абсолютно на путь точно. истины. Абсолютно точно, потому что, опять же, вот в наше время, не знаю, но мне кажется, очень мало искренних людей. Мгм. Мне даже, я помню, как-то, не буду говорить кто, но как-то мне сказал в театре один человек: "Ну, а что ты не вот подойдешь там и, ну, не поздравишь там, ну, со спектаклем?" Мгм. Я говорю: "Ну, мне не понравилось. Это Мгм. мое мнение, я имею на Мгм. это право. Мне не понравилось. Зачем я подойду и буду льстить?" Ну да. А потом где-то, например, меня спросят, и я выскажу свое мнение, и оно, Мгм. ну, как бы будет отрицательным. Мгм. Но это получится что? Я так не умею, я так не могу. Поэтому очень важно действительно, когда человек может тебе, если плохо, так и сказать. И Мгм. вот, ну, как бы, Ну, как вы в дружбе да, обе соблюдаете это? да, Да, тоже? да, Мгм. абсолютно всегда открыто. И никаких обид Мгм. нет, ничего Ну, это в уже этом здоровая плане. дружба. Да, Здоровая. абсолютно. Наоборот, даже ты мне точно, ты мне точно правду сказала. Мгм. То есть вообще у нас в этом плане и плохое, и хорошее, и поругать друг друга. Мгм. Абсолютно это нормально. Я рада, что мне в жизни вот так выпало, что ну, я встретила вот такого человека. Да, я думаю, все не случайно, как бы так тоже звезды, может быть, Да, сошлись, чтобы вам нужно было приехать сюда, встретить да, свою подругу, встретить свою любовь. Все в этой жизни не случайно. согласна. Кристина, вот если вы сейчас вернетесь назад, когда вы только-только пришли работать в театр, что бы вы сказали той юной Кристине? Что пожелали? Наверное, быть сильной, никогда не сдаваться, верить в себя, верить в свой успех, трудиться, несмотря ни на какие ситуации, оставаться искренней, открытой, с добрым сердцем, помогать, сопереживать и любить. Здорово. И я вам тоже, Кристина, этого желаю. Желаю вам творческих успехов и желаю, несмотря ни на что, сохранить доброе сердце и душу, которая у вас точно есть. Спасибо Спасибо. вам за интервью. Спасибо. Э, Надеюсь, еще что-нибудь когда-нибудь совместное мы с вами Обязательно. Очень было запишем. приятно И мне тоже пообщаться. спасибо. Спасибо.